Доброго времени суток, дорогие телезрители! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24 и НВК Саха. Вы смотрите новый проект «Подворье». Сегодня мы приехали в гости к замечательному человеку. Это Прасковья Владимировна Абрамова. Она у нас является пенсионером на заслуженном отдыхе, но этот человек увлеченно занимается любимым делом. Она реновирует старую мебель, дает вторую жизнь предметам быта своих родителей, бабушек, дедушек. Но сегодня в гости мы пришли к ней не просто так. Мы хотим сегодня получить такой небольшой мастер-класс по изготовлению вот такой досточки. Обратите внимание, наверное, многие из вас уже видели, это сейчас очень популярно и модно, вот такие замечательные подносы, даже можно сказать. Их используют для, допустим, утреннего завтрака в постель, либо для, значит, стейков. Очень много сейчас, да, люди делают, жарят мясо, украшают все зеленью и выносят, подают вот так своим уважаемым гостям. Здравствуйте, Прасковья Владимировна. Вот, познакомьтесь, очень интересный человек, ведет свой инстаблог, где рассказывает и делится всем. Ну и, конечно, начнем с чего мы сегодня. Вот досочка, да, она делается очень просто и, как бы можно сказать, не требует больших затрат. Вот 3 доски вот такие взяли. Я попросила мужа, чтобы он взял вот 3 доски и вот делает вот так. Вот получается ножки. Это можно ножки, можно и как бы двухсторонний, да. Он уже здесь подготовил, вот то, что вот это. Так, вот ну уже давайте, всё. да, поэтапно. Ага. Во-первых, какое дерево используем? Осина. Оно очень легкое. Осина. Сосна. 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 Ага. Где покупаем ее? Ну, везде. Да? Да. Это у нас раньше у нас запасы свои есть. Мы здесь вот обшивали свою террасу, обшивали, поэтому у нас остатки есть. Это сосна. Поэтому, да. Очень легкая, да? Мы, значит, отрезали тут примерно какой у нас, сколько сантиметров длина? Это сантиметров 45, наверное. 45 сантиметров. Ну, это на усмотрение. Можно... Это 15, десятка, это получается 9, ну 45 на 30, так получается, да? Так, хорошо. Вот. Так. Слаживаем. Вот так слаживаем мы их. Ага, дальше. И вот закрепляем. Закрепляем. Чем закрепляем? Клеем или мы все-таки... Вот, шуруповертом. Шуруповертом сюда. Примерно какого размера-то они? Ой, не знаю. Вот тут мне муж это делает. Ну вот примерно, да, вот так посмотрим. Так, ручки используем какие? Ну, здесь ручки. Полет фантазии. Да, полет фантазии, какой хочешь, можно использовать. Я вот сейчас буду темным маслом его покрывать, поэтому взяла вот под бронзу. Ну, а перед тем, как покрыть маслом, мы что должны сделать? Сперва вот, когда вот уже дерево надо хорошенько обрабатывать, да, это уже подготовленное, она сперва вот, как я говорила раньше, да, его этим... шлифовали, машинкой, вот нет, этой, да? не машинкой, а вообще вот такими шкуркой надо, да. И вот есть такие шлифблоки, они очень удобные. И вот размер 220 надо начинать, допустим, когда в самом начале, вот 40-ка, 60-ка. И делать надо обязательно вот по волокну, чтобы хорошо структура дерева было видно. Вот я, допустим, сейчас вот так сделаю. По волокну. И вот видно, да? Ну, есть еще такой лайфхак, да, чтобы видеть, даже когда вот маслом покрываешь, как это будет прозрачным маслом. После покрытия прозрачным маслом каким будет, надо вот тряпочкой, мокрой тряпочкой провести, и оно как бы будет видно. Что вылезет что после потом того, да. Что станет явным после того, как масло нанесешь. И если мы хотим еще, чтобы больше было, то мы продолжаем еще, да, шлифовать, чтобы побольше было. Нет, да? Ну да. А можно переборщить с этим или нет? Можно. Поэтому не сильно вот делаем, но много не делаем. Потом, конечно, стряхиваем пыль. Главное, по волокну надо делать. Хорошо. Главный совет. Да. Ну, в общем-то, мы выбрали досточки, закрепили, отшлифовали. Дальше, чтобы привести все это вот в такой красивый вид, что мы используем? Вот масло гаппа.
Масло гаппа, оно всякие разные цвета есть. Вот у меня, допустим, вот сейчас я буду использовать номер 35. Я его купила вот у Даи Заворохиной. Там в республике у нее есть магазинчик Хюгге. И вот я там покупала, постоянная клиентка ее. И вот прозрачный тоже вот так. Прозрачное масло добавляю, чтобы цвет был более-менее такой светленький чуть-чуть. Дорогие телезрители, кто, возможно, следит за нашей передачей, уже знает, что Прасковья Владимировна не является профессиональным реставратором, у нее нет художественного образования, она проработала много лет главным бухгалтером, то есть это человек, который работает с цифрами, а вот выйдя на пенсию, решила заняться своим делом, нашла себя в этом и вот творит вот такие замечательные предметы быта. Ну вот мы, значит, смешали два масла, прозрачное и... Прозрачная 35-я, вот она темного цвета. И есть такие губочки, такие, я его купила в Дюлаксе. То есть такие, у них пористые они. Да, пористая. Она как это, кухонная губка. Ну, раньше я кухонной губкой делала. Можно этим... Кисточкой делать, можно тряпочкой делать. А кисточка какая должна быть, искусственная? Любая. Любая. Ага, здесь любая. А здесь мне вот это именно вот губочка очень понравилась. Вот, обмакаешь и начинаешь. Здесь можно переборщить или чем больше, тем лучше? Или надо знать меру тоже? Нет, здесь просто сперва вот наносишь, да, и потом она впитывает. Ждешь, когда впитывает немножко, чуть-чуть, да, и остатки, то, что не впиталось, тряпочкой убираешь. Безворсовой вот тряпкой. Делаете, да? Так, безворсовая, главное, чтобы не осталось, да, ничего? Да, можно даже вот так налить. Я вам помогу. Давайте. Вот там Вот губочка так, есть. губочка есть. И, в общем-то, ой, такое увлекательное это дело, если честно. Меня даже как-то это успокаивает. И запах такой приятный. Да, так. Да. Ну, мы все, наверное, не будем покрывать, да? Вот сейчас вот это Да, покроем. главное. Вот мы оставляем его на сколько, что подсохло-то все это? Это 6 часов он должен сухнуть. О. Так, ну вот. Вот мы сейчас это первым слоем сделали и убираем излишки. А, вон оно что. И совершенно видим иной результат. То есть были такие серо-черные разводы, достаточно непривлекательные. А вот мы убираем излишки, и получается, смотрите, фактура дерева стала видна, да, у нас все вот эти полосочки. Очень красиво стало видно. Фактура дерева. Прасковья Владимировна, а вот этот, получается, здесь же у нас цвет намного темнее, правильно? Да. А это будет светленький? Это будет светленький. Потому что мы смешали, да, посветлее сделали? Да, посветлее. Вот видите, вот она красивая стала. И она вот структура видно. Я даже вот начала сейчас на всякое дерево. Вот раньше вот не обращала внимания, допустим, вот у меня вот эти доски есть. Есть доски, я вообще даже не замечала, да. А сейчас прямо хожу и умиляюсь, там смотрю. Да? Даже есть рисунки, обращайте внимание, да? Даже в туалете смотрю, кажется, красивые очень доски. Так, ну а мы же все-таки люди современные, нам же нужно добавить элементы декора. Что здесь посоветуете? Как сделать этот столик для завтрака, подносик для подачи мяса, таким более современным? Мы используем для этого? Для этого трафарет. Вот так вот эти трафарет, товарищи. Их много, наверное, да, можно выбрать различные? Да, это уже вот в Билмарте продается, у Даи Заворохиной тоже продаются очень хорошие такие. Ну, здесь у нас такие разные. Добро пожаловать. Призывом, да? Мы трафарет накладываем, а используем какую краску? Там. Так, сейчас будем смотреть. Ну, любую краску, вот краска этого тоже вот Perfect, Mirabella, они очень хорошо используются, любые краски, вот можно, вот темно-зеленые, вот есть такие маленькие малюточки. Ну и вот я в последнее время мне понравилась вот цвет Гаденс, краска Гаденс.
Ну, допустим, что мы нанесли сколько слоев-то в идеале? В идеале 3 слоя надо. 3 слоя надо. Мгм. Поддаем подсушиться 6 часов. Мгм. И затем уже можно приступать к декору, да? Да. Сейчас я это подсохло. А вы что больше любите, реставрировать мебель или же вот такие изготавливать подносики? Или все-таки душа лежит больше на реставрации старых? И то, и элементов? это. И то, и это. Ага. Я такой человек, зажигаюсь, смотрю вот где-нибудь что-нибудь такую интересную идею и зажигаюсь, и хочу это сделать. Допустим, когда вот делала вот это вживление картины, вот, допустим, на лазерном принтере распечатывается и вживляется. Это вот, Как вживляется? Каким способом? Ну, тоже есть такой способ, трансферный клей есть, клеем покрываешь, потом приклеиваешь. мордой вниз называется, да, мордой вниз картину туда, и потом лаком покрываешь, и когда все высыхает, надо вот расчищать ее, ну вот прямо так. То есть вот такая техника еще есть, да? То есть теоретически можно же такое на подносик сделать, да? Да, и вот декупаж. Декупаж уже, наверное, многим знаком, да? Да. Это вот перенесение рисунка, да? Вот такого Это вот. салфетка. Салфетка Это просто была. так. Тоже вот под горячее. А вот это, кстати, напоминает мне в детстве, мы от жвачек, когда брали, это наклейки-то были на тело, типа татуировки, да? Тоже система такая же была, да? Нужно было прилепить, намочить, и оно оставалось на коже. Здесь примерно такая же система, да? Да, да. И можно сюда любой, сюда даже можно фотографии, да, сделать? Да, То есть- даже свою фотографию можно. Это на лазерном принтере же распечатывается, и потом как бы переносится на Замечательный дерево. подарок родственникам. Всем подарила, да, досточки со своим изображением, чтобы потом они на нем выносили. А это же под сыр у нас же, да? Да, это сырница называется. Так, ну что, у нас мы сейчас наносим рисунок на нашу готовую досточку. Вот так вот. В идеале красиво. он должен подсохнуть, я не знаю, сейчас что-то... Так, а нам нужно зафиксировать его как-то или так получится тоже? Ну, обычно, надо зафиксировать, но я что-то уже привыкла. А, у вас все аккуратно получается. И берешь теперь уже не искусственные вот кисточка, когда красишь, надо вот искусственные, да, а это натуральная, щетина должна быть натуральная. И чем она вот такая распушистее, да, она тем лучше, она как бы получается. И вот берешь вот краску, его прямо Размазываешь, да? А чтобы излишек не было, да? Да, чтобы она прямо в этим. Ой, сколько у вас краски можно израсходовать тогда. Вот. А я взяла и сразу начала мазать. А вы Это- видите еще? Тогда она вообще размажется и будет некрасиво. Вот таким образом, да? То есть Ага. как будто вбиваете красочку туда. Пивая. То есть не должно быть ее много слишком там, да? Эффект должен быть такой слегка, как будто бы размытый, да? Да. А не четкие буквы. Вон как. Вот таким образом вбиваем мы. А я не первый раз, когда вот пробовала, у меня ничего не получалось. И вот я к Марии тоже вот, которая вот у нее тоже студия есть, вот к ней пошла и попросила, чтобы она мне еще показала. Она мне потом показала все. И потом я же училась еще вот в прошлом году во время пандемии, 3-месячные онлайн-курсы. Там перекраска мебели. Для начинающих называлось. Там техники разные обучали. Вот так вы проводили время во время пандемии, да? Мгм. Время даром не теряли. Все онлайн-курсы. Это все онлайн было, да? Да, онлайн было. Вот так вот. Я даже Раньше я такой энергичный человек, вот мне надо куда-нибудь там ходить. Вы, наверное, и Ну, танцами занимались, да? На танцы не ходили? Нет, на танцы не ходила. Вы более Такая... усидчивая вам даже, да? Нет, работа? Шопоголик. шопоголиком страшным была. Если куда-нибудь в Москву или куда-нибудь поеду, и меня прямо в магазины тянуло.
А сейчас, допустим, приеду, мне уже магазины как-то это, мне надо только магазины хобби. Краски, краски, строительные. раньше вещи, сумки, да? Да, здесь вещи, сейчас всё уже. сумки, платья. А сейчас, если даже платье там, Я лучше кисточку куплю, да? да, одежда, если что-нибудь смотрю, я смотрю только с той точки зрения, как его можно самим сделать. Да. Пушкина Владимировна, а вы являетесь активным пользователем социальных сетей. Я вот нашла, честно, вашу страничку, посмотрела. Вы прям активно все выкладываете, ведете, отвечаете. То есть очень так... Этому кто вас научил? Потому что, ну, даже я, наверное, не владею столькими навыками использования социальной сети, как вы. Этому кто? Так, внуки, дети, кто вас этому обучал? Или тоже сами все? Тоже сама? Тоже сама. Я вот сейчас только не умею, там, рил какой-то уже начал новый, да? Я еще пока это не могу, ну, пока еще это не владею, но вот есть, у меня сейчас кредо такое, да? Если вот день прошел, что-то новое не узнал, это как бы день не очень хорошо Прожито прошел. зря, да? Прожито зря. И вот я каждый день хочу вот прожить, чтобы узнать что-то новое, что-то это интересное. А еще какую-то, может, технику мечтаете сейчас что-то вот? Или, может быть, какое-то оборудование приобрести для своего хобби? Вот ваша мечта какая? Строительный пылесос. Строительный пылесос. Да. То есть это необходимая вещь в вашем таком сейчас, да? В вашей повседневной жизни, да? Получается, мы заходим в Билмарт, магазин, да? У меня же муж любит огородом заниматься. И в Дарвин пошли. Ой, я пошла сразу, где вот эти... Нет, где вот всякие вот эти... Ну, вот такие вот деревья, там, ну, вот щиты, там, мебельные щиты всякие, вот для творчества все то, что есть. Говорю, а ты иди в свой отдел любимый. По огороду, да? Ага, по огороду. И в тот раз тоже здесь я кресло делала, шлифую. Ага. А мы смеемся потом. Говорю, я шлифую, а он цветы сажает. Как немножко, да? Наоборот. Вот такой, да, 21 век, да? Он, значит, поливает огурцы, помидоры, а вы здесь вовсю пыль столбом у вас, да? Да. Да, дорогие друзья, покажем вам сейчас работы ее, да? Смотрите, вот она, значит, перекрашивает мебель, переделывает. И у нее все очень хорошо даже получается. Вот пока она здесь у нас делает, посмотрите, пожалуйста. Вот здесь есть такой красивый бочонок. Кто бы мог подумать? Расскажите-ка историю этого бочонка. Ну, этот бочонок из-под муки. Это тоже, она как бы с моего детства. У меня моя любимая сестра хранила там сладости для меня, там всякие конфеты. Из чего он сделан, этот бочонок? Фанера. Из фанеры, да? И вы его вот так красиво, по-современному, ярко раскрасили, да? Ага. А крышка была уже или вы ее сделали? Нет, крышки не было. Я его... Ой, получилось. Ну, что-то чуть-чуть. Конечно, это масло должно было подсохнуть. После этого я должна была ее сделать. Но она не подсохла немножко, поэтому чуть-чуть размазалась. Ну, вот так. Ну, вообще, в принципе, так. А сверху мы еще покрываем потом, должны быть. Да, сверху потом покрываем воском масле. А покажите, как он выглядит, чтобы наши телезрители тоже знали, такой, тоже в таком же это воск масле, но номер 900 здесь. А вот этот рисунок сколько должен подсыхать по времени? Сразу? А сразу наносим? Да, он ну, где-то минут 20 можно, час. А если, допустим, добавить еще что-то сюда? Я знаю, что можно вот тут по краешку сделать какие-то, может, 3D-эффект создать. Что мы можем использовать еще? Покреативить, так сказать. Да, можно сделать, допустим, ну, не здесь, а, допустим, вот на стульях я делала, вот на этом столе вот сделала, да, вот такой вот из молда. Молд, и вот такой вот есть быстро самотвердеющая глина. А, ну это даже школьники используют ее, да, как пластилин. Да, как то есть вот сюда просто ее вбиваешь? Да, вбиваешь и потом клеем, жидким гвоздем вот его приклеиваешь, и можно красить. И потом раскрасить. Но, в принципе же, можно создать такой романтический столик для завтрака, да, и вот так по бортику сделать из глины, да, сюда. Да, можно сделать трафарет, объемный рисунок трафаретом. Вот там тоже у меня подносик есть. Можно вот этот подносик? Вот. Давайте я принесу, покажу. Объемный декор тоже. Что такое объемный декор? Смотрите. Так. Это? Вот.
допустим, он тоже трафаретом. Трафаретом наносим шпаклевку. Вот. Через трафарет. Через трафарет. Вот как я сейчас краску наносила, вот точно так же вот держим и вот шпаклевкой вот, и его этим шпателем проглаживаем, и вот получается такой рисунок такой. Вот так вот, смотрите. Это выглядит вот так объемненько. Совершенно другая техника, да? То есть можно использовать глину, можно использовать краску, можно использовать шпаклевку для декора, да? Можно использовать салфетки, можно использовать вот декупажные эти рисовые бумагу, там тоже все, у меня целая там пачка. У меня все, наверное, вся пенсия, наверное, уходит на это. Но у вас есть активно, вы ведете страницу в соцсети, поэтому, дорогие друзья, если вы желаете поподробнее узнать, вот, посмотрите. А вот это крышки не было, крышка страшненькая была. Я попросила мужа, говорю, сделай мне крышку, сделай крышку. Он говорит, ой, мне некогда. А потом нашел этот, когда делали, кажется, вот у сына ремонт, и под раковину вот делали вот круг, вот это, ну, круглая раковина была, и вот этот остался. А, вырезали, да? И я как увидела, у меня сразу уже вот эти, ну, у меня же надсмотренность, я смотрю в Инстаграм, и вот давно хотела вот такие круги сделать и вот нарисовать. Ну, круги-то сама сделала, все вот покрасила, круги сделала, а вот рисовать-то я не умею, попросила дочку, чтобы она мне вот нарисовала. Листики нарисовала. Вот так вот. Вот, очень уютно, очень красиво, очень душевно в доме у Прасковьи Владимировны. Действительно видно сразу, что человек вкладывает в душу во все, вот даже вот в такие мелочи, да, подносы, мебель, шкафы, стулья, табуретки. Обратите внимание, что выпуск с нашей героиней есть у нас на канале YouTube, и там мы говорили о реставрации, о реновации мебели. Посмотрите, удивляйтесь, вдохновляйтесь, берите пример. Вот тоже вот это все, вот, это тоже... Вот такие мелочи, да, которые стоят, бидончики, да, вот, посмотрите. Вторая жизнь, а выглядит так, как будто, знаете, какой-то элемент, знаете, такого скандинавского, да, стиля, или какой-то больше Прованс. Это Прованс, правильно. Да. Я даже не могу пройти, вот, лечилась, систему брала, делали мне системку, да, и я вот, мне бутылочка эта такая так понравилась, и пришла, говорю, сестре говорю, дайте мне эту бутылочку, и мне дали бутылочку, я пришла и сделала вот такую маленькую вазочку. Как мило, вы видите, человек даже не прошел мимо бутылочки от капельницы, вот так вот, и у нее стоит дома вот это все. Но здесь реально, у нее дома как музей, и самое главное, что она все творит своими руками. Берите пример с Прасковьи Владимировны, подписывайтесь на ее страницу, задавайте вопросы, она, я думаю, любезно вам поможет в этом, да? Есть у меня очень много последователей, да, я помогаю, я даже их лицо не знаю, но я им помогаю. Подсказываю, консультирую. Если вы хотите связаться с нашей героиней, напишите нам. Адреса и телефоны вы видите прямо сейчас на своих экранах. Пишите, мы обязательно передадим ваши контакты. И, возможно, вы найдете свое «я», свое второе «я». Вот в таких предметах быта. Действительно, это классно, это здорово, когда человек может свое свободное время проводить с таким замечательным чувством, как вдохновение и творчество, да? Может, пользуясь случаем, хотите передать привет кому-нибудь или, может, пожелания нашим телезрителям? Ну, я бы хотела, чтобы все любили. Ну, должно быть, как бы человек должен что-то любить, что-то сделать, и от этого жизнь становится очень ярким, хорошим, насыщенным. Ну, желаю творческих успехов. Творчество, хобби. Ну что, а мы с вами не прощаемся, дорогие друзья. Мы благодарим вас за то, что смотрите проект «Подворье», и напоминаем вам о том, что вы так же, как Прасковья Владимировна, можете стать участником нашего проекта. Для этого нужно лишь написать нам нашу социальную сеть, и мы обязательно приедем к вам и снимем сюжет про ваши увлечения, про вашу дачу, про животноводство, растениеводство, в общем, все, что связано с жизнью на дачном участке. Ну а еще напоминаем вам о том, что у нас продолжается конкурс на лучшую баню. Все подробности на нашей социальной сети. Не прощаемся, увидимся с вами. Ну а мы пока будем доделывать наш поднос для завтрака. И увидимся. До новых встреч!
Pum, 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 pum.